Телеканал «Осетия» и Рестон запустил новый масштабный проект «Хочу в Аланию». Первой гостьей нашей республики стала студентка Валерия Ковалевская из Минска. Девушка прилетела в республику на 3 дня и провела их под прицелами наших телекамер. Скучать не пришлось. Насыщенная программа и знакомство с традициями и историей Осетии. Что еще узнала и где успела побывать белорусская гостья, расскажет моя коллега Алана Тумаева. Прощание хоть и на камеру, но искреннее и, главное, эмоциональное. Валерия Ковалевская в Осетии всего 3 дня, но признается, будто прожила здесь отдельную жизнь. Ту, которую представить себе не могла. Девушка из далекого Минска стала первой участницей мультимедийного проекта нашего телеканала «Хочу в Аланию». Девушка признается, была счастлива узнать, что полетит в Осетию. Дальше быстрые сборы, и уже совсем скоро в аэропорту Беслана Валерию встретила наша съемочная группа, с которой она не расставалась 3 дня. Ты готова к самым интересным приключениям в твоей жизни? Да? Да. Ну, тогда настраивайся. Пошли? Пошлите. Времени на знакомство с Аланией мало, поэтому программа была очень насыщенная. В первый же день в Осетии Валерия побывала на остинской свадьбе. Говорит, в первую очередь ее покорило гостеприимство и необычные остинские традиции. В копилку впечатлений День города и республики. Девушка прогулялась по проспекту Мира, попробовала испечь национальные пироги и выучила движение остинского танца. Не забыли показать Валерии и горы, которые произвели на девушку особенное впечатление. Самые большие впечатления были, это, конечно же, горы. В первый день погода была более меланхоличная, то есть заставляющая думать о чем-либо. Но на второй день погода заиграла другими красками, было солнышко. Я проснулась уже с другими мыслями, с другим настроением. Поэтому это было великолепно, правда. Горы, это вот стоит приехать ради того, чтобы посмотреть на горы. Девушка признается, очень рада, что смогла принять участие в проекте. Говорит, за эти дни успела узнать об Осетии очень многое, познакомилась с традициями и историей. Для нее это необычный опыт, и по возвращению на родину она обязательно расскажет об Осетии. Вот, я считаю, такой формат проектов очень важный, так как ты именно погружаешься в культуру. То есть, если бы я сама приехала, я бы так не ощутила бы все тонкости, всю культуру именно республики. Потому что, когда ты сам приезжаешь, ты просто гуляешь, смотришь достопримечательности, а так я попала на остинскую свадьбу. Я туда не смогла бы никак попасть. Вообще никак. Я выучила танец, то есть эти проекты дают понять именно тонкости традиций и культуры другой страны. Мультимедийный проект «Хочу в Аланию» стартовал летом этого года. Отборочный тур начался в середине июля. Люди не только со всей страны, но и с ближнего зарубежья отправляли свои заявки на участие. Из нескольких десятков претендентов выбирали не просто самого харизматичного. Главный критерий – искреннее желание познакомиться с Осетией. Под все категории выбора идеально попала именно Валерия. Главная цель проекта – показать Осетию через непосредственное знакомство, окунуть зрителя в национальную атмосферу, увидеть живые и искренние эмоции. Программу путешествия готовили не только отталкиваясь от желания гостя. Продюсеры проекта делятся, пытались превзойти все ожидания Валерии. И, судя по эмоциям девушки, с задачей справились. Теперь проект будет только развиваться. На примере Леры Ковалевской мы поняли, что проект очень удачный. И, естественно, мы хотим дальше его продолжать. Я думаю, что он будет выходить не больше, чем раз в месяц. И для каждого нового участника мы, естественно, будем подбирать новую уникальную программу, в рамках которой он будет знакомиться с нашей республикой, с нашей культурой, традициями. Съемки первого выпуска проекта «Хочу в Аланию» подошли к концу. На экраны он выйдет уже этой осенью. Создатели проекта обещают, зрители увидят Осетию с другой стороны и совершенно другими глазами. Алана Тумаева, Александр Левченко. Новости Осетии.